Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Измаилов Рамиль Наилевич. Я хотел бы вам рассказать о магистратуре «Педагогическое образование. Профиль современные технологии физико-математического образования». Эта магистратура реализуется в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий на базе 3 кафедр и 4 научно-исследовательских лабораторий. Срок обучения в магистратуре 2 года, форма обучения очная, бюджетная. По окончанию присваивается квалификация магистр педагогического образования. Стоимость обучения примерная по прошлому году дана на слайдах. В июле можно будет получить более точную информацию о конкретной сумме. Количество бюджетных мест 12. Вступительные испытания в магистратуру предполагают сдачу экзамена, комплексного экзамена по направленности современной технологии физико-математического образования. И для того, чтобы в конкурсе участвовать, необходимо набрать не менее 50 баллов. Сроки подачи документов вы видите на слайдах. Для бюджетной формы обучения это с 20 июня по 6 августа, для внебюджетной формы обучения с 20 июня по 12 августа 2022 года. Значит, конкретно об магистратуре. Особенностями данной магистратуры являются в первую очередь научно-исследовательская направленность данной магистратуры. Это широкие возможности для прохождения практик. Они предполагают прохождение практик как в научно-исследовательских институтах Российской академии наук, на базе научных лабораторий Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий и в образовательных учреждениях. Продолжение обучения в аспирантуре, участие в исследовательской работе, то есть в рамках действующих научных лабораторий вы будете заниматься научными исследованиями, а также при желании вы можете участвовать во всевозможных грантах, конкурсах проектов, активно публиковаться. И сильный преподавательский состав Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий, конечно, и есть тот базис, который будет вам помогать в этой научно-исследовательской работе в процессе обучения. Основным отличием этой магистратуры является выборность модулей. То есть при поступлении в магистратуру вы выбираете один из 4 модулей. Соответственно, дисциплины вы будете изучать те, которые предусмотрены именно данным модулем. Вот некоторые из дисциплин указаны, и, соответственно, модули, которые предполагаются, это модуль физика, модуль математика, модуль астрофизика и модуль информационной технологии и моделирования. Кроме того, есть дисциплины, которые изучают все студенты магистратуры, независимо от выбора модуля. Некоторые из них, такие как методы матстатистики, образовательная робототехника, цифровые лаборатории на занятиях физики и астрономии, методика преподавания, проведения педагогического исследования, будут обязательными в процессе обучения. Образовательные формы предполагается как классические лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, а также курсовые работы, которые у нас во 2 и в 3 семестре, научно-исследовательские работы в семестре, которые каждый семестр проходится, большая научно-исследовательская практика во 2 семестре и педагогическая практика, где вы можете попробовать себя в преподавании на базе школ, колледжей, вуза, чтобы почувствовать себя в роли педагога и отработать свои полученные навыки и компетенции. Дорожная карта обучения. Значит, во-первых, это базовые дисциплины, которые предусмотрены для всех магистрантов, да, которые обеспечивают формирование универсальных компетенций. Как я уже говорил, дисциплины и практики, которые конкретно для
этой магистратуры соответствуют. Их я перечислил ранее. Дальше вот модули, вы их выбираете в самом начале и, соответственно, идете по дисциплинам этого модуля, и все практики, курсовые работы и написание выпускной квалификационной работы идет уже по тому модулю и с теми преподавателями, которые преподают в этом модуле. Это такое отличие нашей магистратуры от других, где индивидуальная траектория образовательная у магистрантов, она выстраивается таким образом, что вы изначально планируете и выбираете тот путь, который вам наиболее близок и интересен. Ну и заканчивается это в конце государственной аттестации итоговой, где вы защищаете свои работы, которые вы писали в течение 4 семестров. Значит, выпускники магистратуры могут работать преподавателями в школах, в колледжах, в вузах, а также пойти в научные институты инженерами и, как я уже говорил, продолжить обучение в аспирантуре. Поступление на программу, значит, подразумевает прохождение некоторых шагов. Ну, для начала, конечно, нужно подать документы. Да? Для этого вам нужно иметь диплом либо бакалавра, либо специалитета, а также паспорт и СНИЛС. Дальше у нас с 20 по 6 августа, с 20 июня по 6 августа непосредственно прием документов. Дальше у нас идет с 7 по 17 августа проведение непосредственно экзаменов. 18 августа у нас вывешиваются конкурсные списки. С 21 августа прием согласий на зачисление тех, кто прошел успешно все этапы. И 23 августа издается приказ о вашем зачислении. С этого момента вы уже являетесь студентами магистратуры современной технологии физико-математического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Здесь представлены контакты и те сайты, к которым можно обратиться за более подробной информацией, а также телефон и QR-код. Кроме того, если вы вживую хотите познакомиться с лабораториями, с преподавателями и подробнее расспросить о магистратуре и о том, что вас ждет при обучении, добро пожаловать. Вы можете всегда обратиться ко мне. 415 кабинет 2 корпуса, адрес Октябрьской революции, 3А, 2 корпус. Спасибо большое. Мы очень ждем вас в нашей магистратуре.